Прокуратура Вуктыла организовала проверку по жалобам жителей на запах хлора от воды, поступающей в квартиры. Коммунальное происшествие случилось в городе на выходных. Жителям рекомендовали не пить жидкость из-под крана, пока ситуация не прояснится. Накануне вечером, как сообщает местная администрация, очередной анализ уже был в пределах нормы. Ольга Коняева разбиралась в ситуации. Ранним утром 16 октября жители Вуктыла ощутили едкий запах хлора от холодной воды из крана. Пить такую в сыром виде администрация города убедительно не рекомендовала. Срочно собрали оперативный штаб. На водовод и в котельную выехала оперативная группа. Специалисты взяли пробы. Тем временем вода в магазинах, как пишут в соцсетях, закончилась уже к обеду. Один человек обратился в районную больницу с тошнотой. Госпитализация не потребовалась. Запах на всю квартиру. Вчера только похвасталась, что у нас все норм с водой. Когда и где будет подвоз? В магазинах воды нет. По ситуации на данный момент мы поняли, каковы причины попадания хлора в систему ХВС и систему ГВС на котельной. Не из воздуха же он там самоматериализовался. Кто виноват? Будет ли организован перерасчет в масштабах всего города? Подвоз воды организовали к 8 часам субботнего вечера на 7 точках с интервалом всего в 15 минут. В итоге водовоз курсировал с большим отставанием от графика. По результатам первых анализов на выходе из водовода показатели в норме. Однако остаточные проявления хлора обнаружили в городской системе холодного водоснабжения на некоторых участках и в емкости с горячей водой на котельной. Было ли превышение нормы и должны ли сделать перерасчет за некачественную услугу? Об этом с уверенностью можно будет сказать только после официального заключения Роспотребнадзора. Только запах, не доказательство. Службой будут запрошены необходимые материалы у Роспотребнадзора и у ресурсоснабжающей организации. И в случае подтверждения факта предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества будут приняты меры к понуждению осуществить потребителям города перерасчет за некачественную услугу. Оперативным штабом было принято решение слить остатки воды из системы. Повторное исследование в воскресенье превышений по нормативам не показало. Вчера на утро взяли повторные пробы воды, все нормализовалось. Вчера утром воду можно было уже пить. В 12:55, если не ошибаюсь, закончили также параллельно сброс воды. По всем социальным объектам полностью сделали сброс воды для того, чтобы исключить всякую возможность попадания некачественной воды на объекты. Также на всех социальных объектах взяли пробы воды. Пробы показали о том, что хлора не выявлено. При смешении в небольшом количестве хлор с водой образует дезинфицирующий состав. Однако превышение допустимой дозы опасно. К счастью, в этот раз инцидент завершился благополучно. Но причины коммунального происшествия все равно предстоит выяснить. По поручению прокурора республики прокуратура города Вуктыла организовала проверку сообщений местных жителей о том, что вода холодная из крана имеет запах хлора. По предварительным данным, хлор попал в действующую систему водопровода при промывке возводимой новой ветки водовода Почерье-Вуктыл. По итогам прокурорской проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Проводит свое расследование и администрация Вуктыла. Итоги, по словам мэра города, будут известны уже через 2-3 дня. Ольга Коняева, Олег Остромин, телеканал Юрган.